Всем привет! Это Кинолания. Сегодня пятница, а значит, вновь настало время поговорить о том, что интересного идет в кинотеатрах. Итак, главная премьера этой недели в равной мере понравится как взрослым, так и маленьким детям. Все потому, что на большие экраны выходит четвертая и, как говорят, последняя часть любимой всеми истории игрушек. Настало время вновь встретиться с Базз Лайттером, с Вуди и другими любимыми персонажами. Они появились в нашей жизни в далеком 95-м году и с тех пор пережили невероятное количество приключений. События четвертой части разворачиваются спустя некоторое время после третьей. Если вы помните, тогда повзрослевший Энди отдал все свои игрушки маленькой сестренке Бонни, которая теперь должна отправиться в детский сад. И новые приключения для всей компании начнутся в первый же день в садике, когда Бонни смастерит себе Вилкинса – игрушку из пластиковой вилки с глазами и ручками. А дальше все как всегда – путешествия, погони и новые игрушки. Откуда вы, мои лапочки? В этой части на большие экраны вернется вся компания игрушек. К ним уже точно присоединится Бо Пип, любовь Вуди из предыдущих частей. Красивая пастушка стала более сильной и независимой. Здравствуй, волна феминизма. Она теперь не просто красивая кукла, она занимается куда более важными вещами. Она помогает сломанным игрушкам обрести новый дом. Конечно, появится и несколько новых персонажей. Среди них плюшевые кролик и утка, которые в итоге идеально вольются в игрушечный состав. Но все же главной новой бомбой станет персонаж по имени Дюк Кабум. Немного сломанный, но все еще невероятно харизматичный мотоциклист-трюкач. Его озвучивает Киану Ривз, и, судя по всему, именно этот персонаж станет автором самых уморительных шуточек. Он позирует. Да. Дюк, нам нужно... Концовочка. А как? Ну и, конечно, Вилкинс, который просто не понимает, что он живой. Ведь он не игрушка, он всего лишь вилка, и он просто хочет вернуться к своим обязанностям. История игрушек – одна из самых успешных франшиз студии Pixar. Первая и третья части становились обладателями Оскара, у второй – Золотой глобус. Третий мультфильм, к слову, еще и кассу собрал совершенно безумную. Общие сборы «Большого побега» перевалили за $1 миллиард. Есть все основания полагать, что четвертая часть добьется такого же, а может еще и большего успеха. Эту историю игрушек всерьез можно назвать точкой в истории, причем точкой доброй, душевной и трогательной. Все первые зрители настоятельно советуют брать с собой платочки, а Том Хэнкс, который все эти годы озвучивал Вуди, расчувствовался аж во время записи. В общем, готовьтесь к эмоциональному взрыву, это будет сильно. Если вы все же не фанат мультфильмов, советуем вам посмотреть одну из других новинок. Их, кстати, на этой неделе немало. На большие экраны возвращается одна из главных страшилок нашего детства – «Кукла Чаки». Фильм «Детские игры» по сути перезагрузка ужастика 1988 года о кукле, в которой живет дух серийного убийцы. Игрушка с подвохом попадает к маленькому Энди, сыну матери-одиночки Карен, и начинает сеять страх и ужас. В новом фильме Чаки стал еще опаснее, теперь у него появилось еще больше возможностей калечить и убивать. Он использует всю современную технику, так что берегитесь. Еще одна новинка – фильм «Дитя робота». События разворачиваются в мире, где человечество вымерло после глобального катаклизма. Из-за конца света в подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид-мать выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром робота-матери, никогда не видела других людей и не выходила на поверхность, пока однажды на пороге убежища не появляется женщина с просьбой о помощи. Для ценителей творчества на больших экранах покажут документалку «Пространство музыки». Фильм расскажет историю 4 друзей, которые отправляются из России в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира. Это стоит видеть и слышать. Это тоже, конечно, еще не все. Есть несколько крутых фильмов, которые вы могли пропустить.
Сегодня в рубрике Must See у нас один из самых добрых и мотивирующих фильмов, которые я когда-либо смотрела. Возможно, многие из вас уже его видели, ну а тем, кто пропустил, очень рекомендую драму «Заплати другому». Трогательное и чистое кино о том, что даже один человек может хотя бы попытаться изменить мир к лучшему. В центре истории школьник Тревор. Новый педагог дает ему и его одноклассникам домашнее задание – придумать способ изменить мир. В отличие от своих сверстников, Тревор всерьез подходит к выполнению задачи. Его идея заключается в следующем. Если кто-то сделал вам добро, вы и сами должны сделать что-то хорошее для 3 других людей. Те, в свою очередь, сделают еще по 3 хороших поступка и так далее. Таким образом, добро будет распространяться в геометрической прогрессии. Фильм вышел на большие экраны в 2000 году. Он был снят по одноименной книге Кэтрин Райан Хайт. Главные роли в картине исполнили оскароносные Кевин Спейси и Хелен Хант, а Тревора сыграл Хейли Джоэл Осмент, тот самый мальчик из «Шестого чувства», вы его точно знаете. Пожалуй, именно его персонаж лучшее, что есть в фильме. Его наивная вера в добро заставляет улыбаться. Фильм «Заплати другому» мотивирует и побуждает действовать, совершить хотя бы один хороший поступок в надежде на то, что он сделает чужую жизнь лучше. Идея платить другому уже после выхода фильма была воплощена в жизнь несколькими благотворительными фондами. А с 2000 года сотни учителей в школах и университетах по всему миру проводили кампании «Заплати другому» и достигали ощутимых результатов. Действительно, нужно лишь попробовать изменить мир, вдруг получится. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.